поселок пока. Едем дальше. Ну, рыбакам пофиг. И праздник не праздник. Главное рыбалка. Доехали до Йортома. Нифига народу. Ну, лучше поздно приехать, чем никогда. Еле среди машин протолкались, чтобы заехать. В проспекте Вернадского в Москве движение поменьше. Такие лыжи разнообразные, где их так раскрашивают? Да, снимайте. Ну что, готов к трудообороне? Да, готов. Я всегда готов. Ну, в честь праздников первое место надо занимать. Да, хорошо, спасибо. Вам всем успехов? Так, народ собирается потихоньку. Главное посниматься на память. Самое главное лыжи приготовить. Уважаемые гости и участники, просим собраться на площади. Земля одарила его силой и разумом втрое больше, чем других. Хорошим подспорьем ему всегда были его верные лыжи. И дали ему имя Кудым. Был он хорошим охотником. Никогда он в лихом азарте ни на зверя, ни на птицу лука зазря не поднимал. Как-то повстречался ему на тропе могучий медведь. Пришлось Кудыму вступить с ним в схватку. Прозвали его люди Кудым Бош, что значит богатырь Кудым Медведь. Теперь в лесах охотникам всегда сопутствует удача, ведь им помогает сам Кудым Бош. Зима хороша и поет душа, и метель метет, за собой зовет, а зовет туда, где родные края, где родные края. И земля моя, снег и елки, ледяные горки, лыжи, санки, шапки, ушанки, снежные бабы, ямы да ухабы, русские зимы, да чего ж красивые. Гиджауланы Пудипуктана Войтер. Добрый день, дорогие друзья. Поздравляю с праздником Кытшия. Сегодняшний праздник Кытшия совпал с Днем защитников Отечества. Сегодня наши ребята показывают, что они достойны в полной мере своих отцов, которые в 1945 году победили нацизм. За благое какое место собираешься занять? Первое. Молодец. Дай руку тебе пожать. Ну, давай. Будем надеяться. На охотников обязательно лыжи. Кой бей. Номер 28! Кой, значит, кидай снег, когда капкан на зайца ставит. Номер 36! Судья проверяет оборудование. Так, ну что, значит, в принципе, у всех нормально, только вот один участник не зачета, идет 20 номер. Почему? Он очень хорошо, отлично подготовился, но тюни сделал из лыжных ботинок и направляющие. Валенки, сапоги, это можно. Ботинок лыжник, это не зачета. Будем выделять деньги. Переодеть, у меня не подходят, даже ободья не подойдут. Да, сами крепления долго подгонять. Время уйдет. Конечно, ничего страшного. Я еще раз потом приду. Ну, спортсмены сразу выделились. Ну, разная скорость, разные силы, разная молодость.
Нормально. Ну, последний энтузиаст отстал на 100 метров, но, судя по возрасту, это молодец, супер молодец. Подумаешь, молодежь убежала куда-то за горизонт. Пускай и в этом возрасте попробует так бежать. Это не спортсмены, а суперспортсмены. 5 минут и почти на финише. А, второй круг. У них 3 круга. Тут они за 2 секунды добежали. Давай, умница, давай, Ярик, давай. Длинные шаги не делай длинные шаги. Номер 56. Идем по целине. А что самое главное, вы говорите, на пути? Не бег, а силовое упражнение фактически. Силовое стремление к победе. Юра, догоняй, у тебя все шансы в КМС попасть в 5-ку. Давай! Давай! Последний круг. Давай, Саша, все, нагоняй! Давай, бегом! Давай! Объятие, победила объятие. Давай! Финиш, стоп! На! Есть! Молодец! Чемпион. Не толкайся, смысла нету проваливаться! Ох, все, ребенка выполнила Молодцы, герои. Что-то не получилось. Да ладно, вы с такой скоростью побежали вдвоем. Ну да. Я лично А позавидовал. прошлому так же ведь. А у тебя какой? Пластик? Нет, пластиком нельзя. А, нельзя. Нет, только деревяшка вот такая. А пластиком замучаешься. Я пробовал пластиком скользят вперед, назад, куда хочешь. Ну молодцы, быстро пробежали. Слушай, а какой бей ты у тебя облегченный, я смотрю. А что есть у меня? Наверное, из-за этого второе место. Не А третье. некоторые вообще короткие. С горки спускаться. Ну да. Если горки очень крутые, я вот так делаю. А. И всё. Пока это никому. Военную тайну Это раскрыл. Я раскрыл, да. Ну, 63 с половиной шла. 63. Понятно. Слушай, дай я твою лапу пожму. Ты что? Молодец, да? Где твой лето? 63 года? Да, видал, да, как... Офигеть! Я проваливаюсь. Его надо скидывать там. Под старту далеко готовитесь, может и не успеть на старт. Главное участие. А после таких гонок такая талия появляется. Вообще класс. Наверное, из-за этого часть народа побежала. Ну, девчонки на старте, девчонки танцуют вовсю. Или просто разминаются, а? Вопрос интересный. Одно другому не мешает. Так, знакомые шубы мелькают. Ну, тут реально тоже суперспортсменки есть. Женщины такие дружные, все вместе практически идут. Офигеть, как обогнал. Лыжи надо чистить, Нина, лыжи надо чистить, нет. В этом году тяжелый снег, тяжело идут. А куда поворачивайте? Туда поворачивайте. Расстроили человека. Бывает. Вот это нечестно у вас. Финиширует номер 19. Ой, все, финиш. Можно расслабляться. Спаситель мой. Может быть, я бы ее обошла. Может быть, вот это еще вопрос разницы. Ну да, но это нарушение. Нарушение, да. Помогать нельзя. Вам что, шампанское дают? Такие споры начались. Нет, вот спор начали. Я ей говорю, миллион разыгрывайте. Не, корову, наверное. Наверное. Яна! Давай! Нелегкая эта работа, 58 финиш. бегать по такому снегу.
надо. Не поможешь, человек не встанет. Привет. И главное, прошла. И кто-то мне хотел пожать руку. Пусть и не, Но но все равно. за такой геройский поступок по такому снегу Да, вы хотели мне пожать руку. жму вашу мужественную руку. То, что прошла. Не каждый так сможет. Спасибо. Тут сейчас уже проходят в своем любимом Йортове 8-й раз. Ну, Но ясно дело. неужели не приму участие? Вот и приняла, решилась. Пусть и на охотничьих. А что, находишься хуже, что ли? Так, Лучше? нет, просто же мы на них не бегаем. Мы до классики здесь бегаем. Класс, восторг, здорово. Снег белый, чистый. А мои йортомские впереди меня бегут. Только пятки, только лыжи свергают у них. Это я видел. Спасибо, да. Спасибо. Приходите еще. Да. Человек. Кто катает? Нормально. Что они там босиком ходят? Крутые спортсмены. Ты на что только не пойдешь. Детский забег на лыжах. Охотники. Ну, хоть и лыжи. Своя техника. Но некоторые пересорт освоили. Супер пересорт. Судя по тому, как быстро вперед убежали. Нифига, как оторвались. Профессиональный практически шаг. Лыжный. Пускай даже зимние лыжи. Охотники. И вас с праздником. Да вот проголодался, ветром продуло. Температура вроде нормальная, ветер. Так что сейчас пробуем национальную кухню. Что ты опоздал с обедом? Надеюсь, что-то осталось? И осталось, все есть. Рассказывайте, что там национальный суп у нас есть? Ничего. Рябчик, глухарь. Глухаря с детства обожаю. Сережа, возьми сам. А то шикарный чай. Не шикарные, супер шикарные. Да, правильно. Морожка даже дожила не съели. Класс. Соленые грибы у вас это ж какие? Грузди. Ну, класс. За такой коми супер 100 что-то платить надо? Комплексный обед, 350 рублей. Хорошо, замечательно. Столько всего съели, а 150 рублей всего? Спасибо. Что тут сказать? Всякой вкуснятины наелся, начиная с бухариного супа, хариуса, котлет с лосятины. Вкусно сделано. Что-то еще ел, вкусное. 150 рублей. Ну, что сказать. Капитализм у нас не сильно проник. Летом найдется. Узкая, длинная могла и дальше пролететь. Ура, с лопатой нашли. Кто ищет, тот всегда найдет. А, так она пробила чуть-чуть. И вся стрела улетела. Бывает, что тут такого? Где лопата? Да я бы поближе подошел. О, почти. Что человек? О, молодец! Герой этого вечера. Ну, снег не улетела, тоже плюс. Я только не могу. Надо уметь, да. Ты выше, наверное, берешь, да? Ну, человека таланты просто. О, класс! О, молодец, какие. Чем дальше... Руке больно будет. Чем Палец убирайте, больно будет. Палец. Это палец задержал. Видишь, у меня воткнулось, только не туда. Анютка стреляет, молодец. А что, разве не жинки? Где посмотри, куда попала? Пустышка. Самое главное, никто не спрашивает, цель по цель стрелять. Или все равно?
О, правей. Правей оставь. Зоркий глаз. Гордость, гордость. Да. 50 кинул, смотри. Молодец. Пристрелял и попал точно в десятку. Это ружье хорошо стреляет. Попал, вон, ниже. Что, не видишь? Ты на 7 часов попал. Вон, стой, попробуй стрельнуть. Стой. Стреляй. Русолку возьми, попадешь всегда. Да. У меня пятизарядка попадает. Вот, тем более. Нет, двустволка интереснее. Оба курка нажал. Эту березу посадила прабабушка в 15 году. Это же сколько ей лет? 109 лет. А эти пихты посадил дядя Костя в 82 году. За 42 года капитально выросли. Ну, посмотрим, как у нас село Йортом-то выглядит. Все в снегу, сверху белым-бело. С космоса пиндосы не увидят нашу деревню. Замаскировано выше головы. Да, а за 300 метров вообще все очертания деревьев скрываются. Нормальная российская, чуть не сказал, деревня, в принципе, Коми. Но куда мы без России? И лес недалеко, и дорога на поселок, откуда мы приехали. Старица реки и сама река поднимались 350 метров.